Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы поговорим о финансово-экономической ситуации в Гагаузии. В начале года уже праздники остались позади, поэтому, наверное, уже стоит обсуждать те проблемы, которые есть в Гагаузии и с тем, с чем нам придется сталкиваться в 2024 году. И сегодня гость нашей студии, заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Александр Григорьевич Тарнавский. Здравствуйте, Александр Григорьевич. И напомню вам, чтобы вы не забывали подписываться на наши платформы в социальных сетях. Александр Григорьевич, бюджет под конец года был принят на 2024 год. К этому документу можно по-разному относиться, принимать, соглашаться с некоторыми положениями, но большинство проголосовало, и он был опубликован в экспресс-каноне, соответственно, и вступил в силу и в действие, так как его приняли депутаты. Но вопрос, который очень бурно обсуждался в Народном собрании в конце года, это возмещение НДС. И были предъявлены в инкассовом порядке, насколько я понимаю, счета, скажем условно, бюджету Гагаузии от ряда экономических агентов. Есть ли у вас информация, как обстоят дела в этой части сегодня с бюджетом автономии и сколько было, допустим, возмещено по этим изменениям в конце 2023 года, и отразилось ли это как-то на финансовой ситуации по публичным финансам по автономии, по ряду других статей расходов? Да, здравствуйте, спасибо за приглашение. Пользуясь случаем, поздравляю вас со всеми зимними праздниками и желаю всем нам мира и здоровья близким. Значит, возвращаясь к вашему вопросу, действительно бюджет был проголосован большинством голосов, но та проблема, которая была при его обсуждении, она осталась. И поэтому я и часть коллег, которые не голосовали за бюджет, я попытаюсь объяснить, в чем основная причина и в чем основное разногласие было между тем, что предложил исполнительный комитет, тем, что мы предложили в виде поправок, но все-таки Народное собрание в своем большинстве приняло тот законопроект, который был представлен исполнительным комитетом. Напомню, что парламент Республики Молдова внес изменения в налоговый кодекс, и с 1 ноября 2023 года центральный бюджет Гагаузии был наделен новым видом полномочий – возмещением общегосударственных налогов, в частности налога на добавленную стоимость или НДС и акцизов. То есть с 1 января 2023 года менялась процедура возмещения этих общегосударственных налогов. Если в течение 20 лет это производилось из государственного бюджета Республики Молдова, то сейчас это было переложено на плечи центрального бюджета Гагаузии. Но исполнительный комитет Гагаузии в проекте бюджета на 2024 год, который был потом проголосован, не предложил источник финансирования новых видов расходов, связанных с возмещением общегосударственных налогов. Если говорить простым языком, то возмещение общегосударственных налогов – это такие же расходы центрального бюджета, как плата за коммунальные услуги, либо заработная плата. И пока в соответствии с законом не утверждены планы финансирования в бюджете, эти расходы не могут осуществляться. То есть фактически исполнительный комитет не предложил источник финансирования погашения возмещения общегосударственных налогов. Народное собрание поддержало то, что предложил исполнительный комитет. И получилась ситуация, что с 1 ноября 2023 года по сегодняшний день экономические агенты Гагаузии, которые имеют право на возмещение, этих денег не получают. Как это выглядит в цифрах? Согласно официальной информации, которую нам предоставили депутатам со стороны налоговой службы Республики Молдова, за ноябрь-декабрь к возмещению планировалось 13 миллионов леев, а на весь 2024 год 133 миллиона леев. Теперь, учитывая, что 2023 год закончился, будем оперировать больше уже 2024 годом. Александр Григорьевич, позвольте одно уточнение. То есть на сегодняшний день эти обязательства у бюджета есть, но они не выполнены. Правильно я так понял? Абсолютно в 2023 верно. году. Абсолютно верно. То есть они не были, допустим, в принудительном порядке изъяты Нет. с счетов Нет. Бюджета Гагаузии? Как выглядит в принципе процедура возмещения НДС? Те экономические агенты, которые имеют право на возмещение, как правило, это те предприниматели, которые осуществляют экспортные поставки, предоставляют пакет документов в налоговую службу. Налоговая служба проводит налоговый контроль, подтверждает или не подтверждает эти суммы, и они становятся обязательством бюджета перед экономическими агентами.
С процедурной точки зрения ничего не поменялось, поменялся только источник финансирования. Если раньше это был государственный бюджет Республики Молдова, и эти средства регулярно выплачивались экономическим агентам Гагаузии, как и всем предпринимателям Республики Молдова, то с 1 ноября 2023 года, учитывая те нюансы, о которых мы с вами говорили выше, экономические агенты Гагаузии, имеющие право на возмещение, деньги не получают. Что это значит? Как правило, экспортеры используют это возврат их же собственных средств для пополнения оборотных средств, и они с них оплачивали коммунальные услуги, заработную плату и вообще осуществляли экономическую деятельность. Александр Иванович, если маленькое уточнение опять, эти деньги, они идут взаимозачетом между налоговой службой и экономическим агентом или выплачиваются наличными, переводятся на счет экономического агента? То есть как это происходит с этого? То есть или эти обязательства, которые списываются в налоговой, или это деньги живые, которые отдаются экономическому агенту? Да, у нас в Республике Молдова уже много лет как взаимозачеты запрещены. То есть сейчас экономические агенты, которые имеют право на возмещение общегосударственных налогов, но имеют обязательства по другим видам налогов, посредством обращения в налоговую службу могут попросить, чтобы та задолженность, которая у них есть по налогам перед национальным публичным бюджетом, перекрывалась той задолженностью, которую имеет государство перед экономическими агентами. То есть эти моменты возможны, и экономические агенты использовали средства для возмещения, в том числе для погашения своих налоговых обязательств. Но, как правило, большая сумма – это оборотные средства предприятий для осуществления текущей деятельности. Поэтому экономические агенты Гагаузии оказались в очень затруднительном положении. Во-первых, налоговый контроль, он осуществляется в течение порядка 45 дней, то есть и этот срок вышел, и плюс 1 ноября по сегодняшний день еще почти 90 дней, да, уже набралось. То есть более 100 дней экономические агенты Гагаузии, а это уже миллионы леев, не получают свои собственные средства и испытывают очень большие сложности. И у нас была встреча с экономическими агентами Гагаузии, которые пришли. Как правило, это, как я говорил, экспортеры, то есть это производители винодельской продукции, текстильной продукции, то, что уходит на внешние рынки. И они говорят, мы-то не виноваты, что оказались заложниками этой ситуации, политические взаимоотношения Камрата и Кишинева, но мы осуществляем свою бизнес-деятельность, и нам эти средства необходимы. И получается, что пока исполнительный комитет не предложит Народному собранию утвердить источник финансирования или создаст планы финансирования этих расходов, экономические агенты Гагаузии эти средства получать не будут. Казалось бы, что тут сложного, да, в том, что предложить источники финансирования и планы финансирования. А проблема в том, что эти 133 миллиона на 2024 год нужно изъять из тех расходов, которые были утверждены. А это коснется очень многих программ, включая социального, экономического характера. То есть эти программы нужно сминусовать, да, для того, чтобы создать планы финансирования по возмещению НДС. А это более 30% собственных доходов. Если говорить чуть проще, чтобы наша аудитория смогла понять, что происходит. То есть из того, что вы сейчас говорили, я так понимаю, что исполком Гагаузии просто не выполняет эти обязательства, на них нет источника финансирования, экономические агенты уже уплатили этот налог из своих собственных денег, и им не возмещено, то есть предприятия теперь оказываются в ситуации, когда могут подать в суд, например, на исполнительный комитет в соответствии с этим изменением в налоговый кодекс, и в том числе затребовать выполнение этих обязательств через решение суда. И если они не выполнены в 2023 году, да, эти обязательства теперь перешли на 2024 год. То есть тогда мы говорим, что сегодня 133 плюс 13. Эти 13, это уже порядка 150 миллионов, да? Около 150 миллионов. Те обязательства, которые пока нет решения Конституционного суда по этому вопросу, ложатся обязательствами на бюджет Гагаузии, которые могут быть в любом момент истребованы. Я так правильно как бы обобщаю то, что вы говорили сегодня? Да, абсолютно все верно. То есть экономические агенты Гагаузии попали в правовую ловушку и не получают те средства, которые им предназначены. И несмотря на то, что законом о внесении изменений в налоговый кодекс опубликован, официально вступил в силу, да, есть наше обращение в Конституционный суд, но Конституционный суд не приостановил действие этого закона, то есть фактически получается, что это возмещение должно производиться. Но в соответствии с нашим же национальным законом
государство переложило обязательства на местный бюджет, в данном случае бюджет Гагаузии, который автономный. То есть администратором бюджета Гагаузии является глава Гагаузии, исполнительный комитет. И они, пока они не примут решение о том, чтобы эти обязательства выполнять в соответствии с законом, то эти обязательства выполняться не будут. И это еще раз подчеркивает вот изъян вообще этого законопроекта, который был принят о внесении изменений в налоговый кодекс, потому что его продвигали политики, продвигали из политических соображений. Его не продвигали профессионалы. И вот все эти вопросы, которые сейчас возникают, мы о них предупреждали, что не подготовлены. Я уже не говорю о том, что это было сделано без консультаций, без согласований, но самое главное, не подготовлена техническая база, как это все будет исполняться. И поэтому вот сейчас наши экономические агенты оказались в определенной ловушке. А известно, сколько экономических агентов из Гагаузии имеют право на это возмещение? Нет, у нас этих цифр нету, но на той встрече, я думаю, что они есть в исполнительном комитете, но на той встрече, в которой я присутствовал, там было минимум несколько десятков экономических агентов Гагаузии, которые... И самое опасное, что экономические агенты Гагаузии вслух начали произносить мысли о том, что они готовы сменить юридический адрес. То есть они сменят юридический адрес с АТО Гагаузии на другие территории Республики Молдова. Да, у нас отпадет обязательство возмещать им общегосударственные налоги, но в то же время они уйдут с теми налогами, которые они платили до этого. И учитывая, что смена юридического адреса – это довольно несложное мероприятие, да, учитывая, что вообще у нас система налоговой службы, документооборота очень переведена в цифру, то это довольно несложно, и поэтому это очень опасно с той точки зрения, что налогооблагаемая база Гагаузии может уменьшаться. Вот если мы говорим о последствиях, потому что, да, возможность ухода или смены юридического адреса, это как последствие невыполнения этих обязательств, уже оставляем в сторону вопрос, насколько законно, незаконно было принято это решение, по факту оно действующее и есть последствия для экономических агентов. Чем вот невыполнение этих обязательств может, допустим, через 2-3 месяца привести к бюджету автономии и финансовую систему в автономии. Потому что у этих предприятий есть работники. И невыполнение, я так понимаю, невозврат этих денег ставит под вопрос, в том числе, наверное, и вопросы выплаты заработной платы. Если эти долги будут накапливаться до того, как это юридическое лицо не поменяет адрес прописки, то эти обязательства будут отражаться на деятельности этих предприятий. Безусловно, это на самом деле подрыв экономической самостоятельности гагаузской автономии, потому что экономические агенты, еще раз повторяю, использовали эти средства для текущей деятельности. Это не только заработная плата, но это оплата коммунальных услуг. Учитывая, что наши предприятия во многом зависят энергоемко, имеют производство, да, то часть экономических агентов, которые присутствовали на встрече, они говорили, что мы не можем заплатить, в том числе за энергоресурсы, природный газ и так далее. И это чревато штрафными санкциями со стороны поставщиков и вообще прекращением подачи. То есть это вообще приостановление бизнеса. И экономические агенты вопрошают, мы-то не виноваты в сложившейся ситуации, но оказались, еще раз повторяюсь, буквально заложниками ее. Если это будет продолжаться длительное время, то, безусловно, это скажется на экономической деятельности экономических агентов. В свою очередь это скажется на выплате налогов в центральный бюджет Гагаузии. Это может привести к росту задолженности по заработной плате, по коммунальным услугам, а в конечном итоге это может привести и к смене юридического адреса, либо к приостановлению или к стагнации деятельности экономических агентов. И возможно, что часть из них будут обращаться в судебные инстанции о принудительном взыскании этих сумм с бюджета автономии. Есть ли у исполнительного комитета какое-либо видение выхода из этой ситуации? Потому что, я не знаю, не интересовался вопросом, назначена ли, допустим, дата заседания Конституционного суда по заявлению Народного собрания. Наверное, если была встреча, может быть, были озвучены какие-то видения для выхода из этой ситуации? Да, эта встреча была. Присутствовали представители исполнительного комитета, которые попросили экономических агентов взять определенный тайм-аут до конца января. И, видимо, будет представлено какое-то решение. Но мы об этом говорили в декабре еще месяце, когда принимался бюджет, что, ребят, можно найти большинство в Народном собрании, которые
проголосуют за этот бюджет. Но проблема-то не решится, у вас должен быть план «Б». Да? То есть если это возмещение будет производиться, решение Конституционного суда, оно, возможно, не будет очень скоротечным, да, скажем так, вообще неизвестно, каким оно будет, да, то у вас должен быть план «Б» оптимизации расходов. Это очень сложно, это очень вызов для бюджетной сферы Гагаузии, но другого варианта нет. Мы должны быть готовы к тому, что может произойти, если эти деньги будут изыматься. Александр Григорьевич, после принятия Народным собранием автономии решения о приостановлении работы в рабочей смешанной группе, сегодня есть какой-либо диалог на базе этой платформы, личный или официальный, и обсуждается ли эта проблематика, например, с Кишиневым для того, чтобы найти какой-то выход из сложившейся ситуации? Мы обсуждали тему приостановления деятельности в рабочей группе со стороны Гагаузии и говорили о негативных последствиях этого, потому что была закрыта практически последняя платформа для диалога и для сотрудничества. Конечно, у нас диалог продолжается, но он фрагментарный и межличностный, да, и это совсем не тот эффект, да, мы можем говорить о ситуации, которая актуально складывается, но мы не можем искать официального решения ее разрешения, потому что деятельность рабочей группы фактически парализована. И те, кто инициировали ее приостановление, мотивируют это тем, что после приостановления начнется бум со стороны внешних партнеров в части поднятия вопросов, да, перед Кишиневым, что происходит между Комратом и Кишиневым, что надо возобновлять отношения, решать вопросы. К сожалению, мы, кто говорили, что этого не произойдет, оно так и есть. И вы, наверное, обратили внимание, что самое важное официальное мероприятие в жизни Гагаузии 23 декабря было проигнорировано не только со стороны власти Кишинева, но и со стороны международных партнеров и друзей. То есть это решение ни в коем образе не катализировало ситуацию в части восстановления доверительных отношений и диалога. То есть как мы были в правовой изоляции, мы так в ней и остаемся, и вообще непонятно, сколько времени это продлится. Александр Григорьевич, но вся эта ситуация, как бы мы уже долго говорим об этом, ну не только с вами, на наших площадках, на площадках других СМИ, о результатах и последствиях выборов главы Гагаузии, той ситуации, которая сложилась в автономии после этого. Но сегодня уже абсолютно очевидно, что эта ситуация тупиковая, то есть сегодня нет никакого решения, и пример, который вы вот привели последний, это дата принятия закона об особо правовом статусе, да и заявление ряда первых лиц Республики Молдова, ряда представителей дипломатического корпуса абсолютно как бы не вселяет никакого оптимизма, потому что ситуация может быть развиваться. Но в то же время мы не видим никаких действий со стороны правоохранительных органов, дабы довести, допустим, те дела, которые анонсировали, что есть уголовные дела по поводу различных фактов нарушения избирательной кампании по выборам главы Гагаузии. И весь этот процесс, как бы все продолжается. Гагаузия так и не голос и нет участия в работе правительства, потому что нет указа о вхождении Башкана в состав правительства. На ваш взгляд, как бы, я понимаю, что сейчас говорить о том, какой выход из этой ситуации, очень сложно, потому что здесь не только есть какие-то решения, которые должно принять Народное собрание на уровне исполнительной власти, на уровне законодательной, но в первую очередь в том числе и политические решения, которые будут приняты со стороны Кишинева. Но, на ваш взгляд, чем это может завершиться? Потому что, сколько это может продолжаться? Потому что общество ждало, например, если есть какие-то нарушения, почему нет переданных дел хотя бы в судебные инстанции? То есть прокуратура, антикоррупция молчит. Нам выкидывали в пространство разные нарушения, съемки, а в итоге никакого результата нет. И многие говорят о том, что так не может продолжаться больше. К чему вся вот эта ситуация может привести в автономии? Потому что, во всяком случае, сегодня предпосылок к тому, что мы в течение месяца-двух получим развязку, к сожалению, приходится констатировать, может быть, я ошибаюсь, но вообще как бы предпосылок для решения этой ситуации пока, во всяком случае, я не вижу. Действительно, мы с вами уже несколько месяцев обмениваемся, да, вот этими мнениями и понимаем риски этой ситуации.
И, к сожалению, вот то, что посылается с общества в сторону руководства Гагаузии, в сторону руководства Республики Молдова, оно пока не возымело действия. И новогодняя передача на общественном вещателе Гагаузии с главой автономии — это, в принципе, первое публичное такое выступление перед обществом. И когда первое лицо должностное Гагаузии говорит, что она не видит ничего зазорного в том, что открываются какие-то проекты инфраструктурные, и она благодарит Илона Шора, то есть человек как должностное лицо не меняется. Да? Получается, с одной стороны, глава Гагаузии, занимая ответственную государственную должность Республики Молдова, говорит слова благодарности человеку, который государственная служба Республики Молдова признан виновным. Да? И как в такой ситуации властям Кишинева вести диалог – большой вопрос. С другой стороны, я всегда отношусь к Кишиневу как к политикам, которые имеют государственный подход, да, в разрешении имеющихся проблем. И отсутствие диалога между Камратом и Кишиневым – это прежде всего вызов для Кишинева. Мы маленькая часть Республики Молдова, и когда в целом организме что-то болит, нельзя не решать эту проблему, нельзя ее локализовать, да, потому что это потом может распространиться в целом на весь организм нашего государства. Я все-таки жду больше государственных подходов со стороны Кишинева, потому что с главой автономии у меня как бы все меньше надежд на то, что она дистанцируется от партии Илона Шора. И поэтому через вот эти межличностные контакты я передал в офис правительства предложение о том, чтобы правительство, как и в 2016 году, приняло специальное постановление по социально-экономическому развитию Гагаузии, и пока нет этого политического диалога на высшем уровне, хотя бы решать те проблемы социальные, экономические, которые есть в автономии. Потому что когда мы вышли из диалогового процесса, а решение проблем-то никуда не ушло. Мы через рабочую группу в том числе решали вопросы исполнительной власти, да, потому что между правительством и исполнительным комитетом вообще нет диалога. И поэтому было вот такое предложение, оно оформлено в виде документа, в виде специальных шагов, что может государство предпринять, учитывая отсутствие политического диалога для развития автономии. Потому что вы видите, что не решается проблема с колледжем турецким, не решается проблема с обеспечением наших учреждений транспортом для перевозки детей, имеется в виду в университетском образовании. У нас не функционирует новый корпус лицея Минеску и много-много-много других проблем, которые не просто не решаются, они даже не обсуждаются на уровне власти. Это первое. Второе, я общался с коллегами, вот вы говорили, есть ли у нас контакты на уровне рабочей группы. Я напомню, что она существует, в принципе, благодаря помощи посольства Швеции и проекту «Семья». И у меня были предложения, что, может быть, в этой форс-мажорной ситуации немножко больше реакции должно быть от внешних партнеров, в том числе от вот этих игроков, которые играли ключевую роль в деятельности рабочей группы. Это может быть официальное обращение, открытое, публичное обращение в адрес Гагаузии. Что мы делаем? У нас созданы все условия для диалога, для поиска решения, а мы сами закрываем эту дверь для диалога. Мы в Гагаузии как вообще сейчас собираемся решать вопросы между, образно говоря, вторым и третьим этажом, то есть между исполнительным комитетом и народным собранием, как внутри автономии решать вопросы без центральной власти, в компетенции которой находится большинство разрешения существующих проблем. Поэтому я больше жду участия, в том числе со стороны внешних партнеров, потому что ситуация, которая сложилась сегодня, она ненормальная. И она ведет к ухудшению ситуации, а не к ее разрешению. В одной из наших программ на прошлой неделе беседовали с господином Тулбером, политическим аналитиком, и он обозначил такую проблематику, как язык ненависти по отношению к со стороны кишиневских средств массовой информации и политического класса в отношении Гагаузии. Я не анализировал прессу, насколько сейчас хуже стали относиться к жителям Гагаузии, чем раньше, поэтому мне сложно сказать, но если об этом говорит человек, который
интересуется политическими событиями, то, наверное, есть место этому. И, безусловно, вся эта ситуация как бы дает определенный импульс для того, чтобы таких заявлений со стороны молдавских политиков было больше. Ну и гагаузская сторона как бы не уступает в том, чтобы давать повод для таких заявлений. В том контексте, в котором находится сейчас Республика Молдова, это, ну, мы знаем, что в конце прошлого года начались переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Мы можем по-разному относиться к этой ситуации, к этим переговорам. Некоторые говорят, что это произойдет быстрее, некоторые не столь оптимистичны в сроках тому, когда Молдова может стать членом Европейского Союза. Но буквально недавно парламент принял решение и изменил избирательный кодекс, позволив совместно с выборами президента, которые должны пройти осенью этого года, дал возможность, что может быть проведен референдум. Это было после инициативы Майи Санду о том, чтобы провести референдум и узнать мнение жителей Молдовы о том, кто за европейскую интеграцию, кто за другой ракурс внешнеполитический нашей страны. В Гагаузии есть определенное отношение и месседж к вступлению в Евросоюз, и мы это знаем, как бы шило в мешке, как говорится, не утаишь, и знаем, что большинство общественных деятелей и политиков на региональном уровне, ну, как минимум, не знаю, как выразиться более корректно, очень резко говорят об внешнеполитическом курсе Республики Молдова. Мы можем по-разному относиться, да, к этому, но сегодня Гагаузия часть Республики Молдова, и сегодня официальная власть в Республике Молдова имеет такой внешнеполитический курс, который утвержден в том числе на уровне различных документов и о внешней политике, национальных каких-то вопросов. Если, допустим, что в этом году будет организован референдум и заявление Илана Шора, который, по сути, контролирует исполнительную власть и главу автономии, он четко заявил, что он не будет поддерживать европейский курс и будет агитировать, в том числе делать все для того, чтобы этот референдум дал другой результат. В этих условиях, как вы думаете, если будет проведен этот референдум, как это все отразится на политической ситуации в Кишиневе, в Камрате, потому что мы понимаем, какой месседж будет идти со стороны Гагаузии. И я абсолютно убежден, что это никак не будет способствовать улучшению диалога между Камратом и Кишиневым. Как вам видится развитие этих событий? Я публично высказался по этому вопросу у себя в социальных сетях и поддержал вообще идею проведения национального референдума, потому что очень много политиков паразитируют на этой теме. Часть сдерживает общество и говорит о том, что Европейский Союз – это угроза, это зло, а часть паразитирует на том, что Европейский Союз – это некая икона, которая в одночасье решит все проблемы граждан Республики Молдова, и они станут богатыми и обеспеченными. И очень бы хотелось, чтобы вот этот электоральный период до референдума как раз прошел в дебатах между политическими силами. С одной стороны, те, кто стремятся к интеграции в Европейский Союз и расскажут не просто на словах, не просто на пальцах, а с аргументами и с цифрами, почему Европейский Союз – это безусловное достижение, да, для Республики Молдова. А другая часть, которая выступает против интеграции, объяснят, почему это плохо. И вот тогда люди, когда вооружатся знаниями и информацией, сделают правильный выбор. Что касается Гагаузии, не только Илан Шор, во-первых, поддержал саму идею референдума, да, он выступает против интеграционных процессов с Европейским Союзом. Более того, за идею референдума выступила глава Гагаузии, которая была в Брюсселе в пресс-клубе, и тоже высказала идею о том, что все вопросы общенационального характера должны решаться через публичный плебисцит. Поэтому этот общенациональный референдум, с моей точки зрения, это возможность разрешить вот этот в основном деструктивный спор, который используют, еще раз говорю, политики на противоречиях между людьми, для того, чтобы государство определилось, как оно будет развиваться дальше, и уже под эту идею все институты власти, гражданское общество будет объединено для ее решения. Поэтому... Александр Георгиевич, да. Это мы все понимаем. Это все, как говорится, дипломатия, дипломатический язык. На практике же, если будет проведен такой референдум, мы понимаем после заявления Илана Шора, какова будет позиция
властей Гагаузии. Я имею в виду исполнительную власть, не исключая, что в том числе и руководство Народного собрания. То есть мы понимаем, что они открыто будут продвигать идею о том, чтобы люди или не выходили на референдум, а если придут на избирательные участки, то проголосуют против вопроса европейской интеграции. И сейчас как бы мы понимаем, что референдум это хороший инструмент демократии. Супер спросят в Швейцарии, там в каждом населенном пункте в год проходит по несколько референдумов. И швейцарцы как бы от этого хуже не живут. Но мы понимаем, к чему это приведет. То есть это будет противостояние из властей Гагаузии с позицией и властями Кишинева. То есть никто не будет говорить о демократических процессах. Мы же с вами это понимаем. Чем это может завершиться для Гагаузии? Потому что, мы не говорим об исходе референдума, потому что нам в ближайшие, скорее всего, как минимум 5 лет даже и не грозит стать членом Европейского Союза. И переговоры, в частности, с Турцией идут более 25 лет и с рядом стран. То есть это какая-то перспектива завтрашнего дня, но вот может привести в Гагаузии к совершенно другим последствиям. Да, может быть, я немножко наивно рассуждаю, но, в принципе, считаю, что в плюрализме мнения нет ничего плохого, и пусть так и так в Гагаузии бы использовался месседж, да, что Европейский Союз это плохо, да. Но вот сейчас, когда будет общенациональный референдум, это как раз возможность для проевропейских политиков, в том числе с Кишинева, приезжать и объяснять жителям Гагаузии преимущества Европейского Союза. И иначе тогда получается, что Республика Молдова стремится в европейскую интеграцию, да, а часть территории Гагаузии, она вообще не вовлечена в эти процессы. Вы помните, что была комиссия, создана при президенте по европейской интеграции, туда были введены должности, в том числе властей Гагаузии, сейчас они выведены. И меня вызывает вопрос, что в Гагаузии вообще не должна участвовать в этих интеграционных процессах. У нас есть яркие представители гражданского общества, да, у нас есть академическая среда, у нас есть много достойных людей из Гагаузии, которые могли работать в этой комиссии и посредством обмена мнений, в том числе и жителям Гагаузии, объяснять преимущества или риски европейской интеграции. Получается, что Республика Молдова как-то отдалила гагаузскую автономию от этих общенациональных, да, процессов, но так неправильно. Поэтому вот в преддверии референдума как раз пусть приезжают сюда политики, возможно, их мнение будет непопулярно. Я думаю, что, Виталий, то, что мы с вами иногда обсуждаем, оно не совсем популярно в Гагаузии, да, но на это и есть демократия, в этом ее и преимущество, в том, чтобы пусть и непопулярные вещи объяснять, а истина, она когда-то в любом случае... Но здесь вызывает беспокойство только один вопрос. Это участие Илона Шора и его заявление, и его повестка политическая, которую он преследует. Потому что, давайте признаем, что в этих заявлениях нигде нет интересов Гагаузии. Это есть политическая повестка, которую Илон Шор продвигает. Как политик, как бизнесмен, То есть и здесь не видно Гагаузии. То есть мы понимаем, что в этой ситуации, в случае проведения этого референдума, участие Илона Шора будет продвигать его политические цели, и они абсолютно не связаны с Гагаузией. Согласитесь, что это вызывает беспокойство, потому что это не будет процесс демократии. Мы понимаем, что исходя из результатов выборов, что это будет продвигаться и противопоставляться Гагаузия как территория с населением, которая будет противопоставляться какой-то политике и чему-то, что происходит на национальном уровне. Вы знаете, Виталий, мы с вами делились определенными выводами, и мое личное убеждение в том, что политика Илона Шора в Гагаузии строится на том, чтобы противопоставить Камрад Кишиневу, а конечная его цель – это демонтаж власти в Кишиневе, и Гагаузия всего лишь механизм вот в этих процессах, и все, что делается в Гагаузии со стороны Илона Шора, направлено на то, чтобы вот этот язык ненависти по отношению к Кишиневу, он усиливался. Потому что все, что не обещано было Илоном Шором и не реализовано, ответ один, что виноват в этом Кишинев. То есть людей, которые и так сложно относятся к Кишиневу, да, в контексте ценные энергоресурсы. И вот этот градус ненависти его поднимает. И, безусловно, Илон Шор, возможно, использует в том числе общенациональный референдум для повышения конфликтности. И вот тут очень важно нам, представителям гражданского общества, тем людям, которые переживают, что будет с Камратом и взаимоотношением с Кишиневым завтра, не допустить этого. Пусть это будет демократический плюрализм мнений, да, но не будет конфронтации между Камратом и Кишиневым. Александр Григорьевич, вот во всем
этом, все, что происходит последние месяцы в Гагаузии, ну, есть много вопросов, которые возникают, и мы говорили это и в наших программах. И вот сейчас вы упомянули те обещания, которые давал Илон Шор, ну, то ли сам, то ли через посредством Евгения Куцел. И сейчас вот в обществе говорится о том, что и Илон Шор не раз заявлял о том, что они выполнили обещание, раздали пенсионерам якобы по 1000 лей. Я не совсем представляю, как это происходило, но как бы из разговоров среди людей понимаю, что каждому как бы передавалось 50 евро, и что это было, была ли это та компенсация, или было это вознаграждение за правильное, в кавычках, голосование на местных выборах, сложно сказать, да, и понимать. Но как вообще возможно легально сегодня вот даже в таком объеме раздавать жителям энную сумму, неважно даже какую, минуя, допустим, определенные легальные процедуры и процессы, которые установлены в государстве? Ну, здесь как раз возвращаясь к контексту возможной европейской интеграции, да, но как можно себе представить в европейском государстве, что наличными раздают деньги в непонятном объеме и с непонятным источником финансирования? То есть мы все говорим о том, что у нас есть проблемы с верховенством права, и в то же время проглатываем то, что происходит сегодня в Гагаузии. Я ни в коем случае не обсуждаю ни одного человека, который принимает эти деньги, да, потому что для многих это, наверное, половина от их пенсии, и учитывая, что сейчас зима. Но насколько цинично это используют людей вот, в своих политических целях, вот это очень пугает. И мы-то все понимаем, что эти 50 евро не решат проблемы людей, тем более проблемы автономии и взаимоотношения Камрата и Кишинева. И еще немножко про европейскую интеграцию. У нас в Гагаузии очень много лицемерия в этом направлении, потому что руководство Гагаузии, особенно предыдущее, восхваляло европейскую интеграцию, проводило очень много встреч с руководителями дипмиссии. А когда сделали отчет за 8 лет одного из крупнейших доноров Гагаузии, несколько строчек всего лишь отвели, хотя там десятки, сотни миллионов леев было инвестиций. То есть нельзя с одной стороны брать, а с другой стороны хаять. Это лицемерие, да? Или вы определитесь. То есть если это риски Европейский Союз, то вы себя так и ведите. А если вы за счет Европейского Союза ремонтируете публичную инфраструктуру, в том числе свой личный служебный кабинет, а потом пишете несколько строк меньше, чем намного меньше предоставших инвестиций внешних партнеров, то это немножко называется лицемерием. Поэтому вот эти двойные стандарты в Гагаузии, они должны быть стерты, да, и вот очень важно перед людьми быть честными, когда мы говорим об европейской интеграции или об интеграции в другом направлении. Может быть, это будет личный вопрос, то есть если вы посчитаете нужным, я как бы не буду настаивать на том, чтобы вы ответили на него. Но ваша позиция, которую вы озвучиваете в Народном собрании, она в меньшинстве, да? Иногда получается, что вы в единственном лице как бы говорите о каких-то вещах. Это как-то отразилось на ваших взаимоотношениях с коллегами в Народном собрании и на вас лично, я имею в виду с точки зрения там психологического какого-то давления или дискомфорта, потому что, каждый раз получается, не буду использовать такое слово, но как бы из той картины создается впечатление, что Тарнавский всегда против исполкома, против каких-то инициатив, потому что, такова, к сожалению, ситуация в законодательном органе. Вы знаете, Виталий, у нас общество расколото оно и среди представителей народа в Народном собрании. Может быть, сейчас мои мысли разделяют меньше намного коллег, чем иная страна, но у нас Гагаузия поделена на две половинки. Одна половинка считает, что Илон Шор и политика Илона Шора в Гагаузии – это безусловное добро, да, и это путь развития для Гагаузии. Часть общества, к которому отношусь я, считаем, что это беда, то, что происходит в Гагаузии. Поэтому этот надлом произошел и в Народном собрании. И те коллеги, которые сейчас мы голосуем по-разному, но мы все были вместе, когда выбирали председателя, да, Народного собрания и выдержали определенный натиск в течение 3 месяцев. То есть человечески ничего не изменилось. И я стараюсь все-таки свою позицию, в том числе публично, да, высказывать через социальные сети, чтобы меньше было вопросов, насколько честен я вот в том или ином голосовании. И если исполнительный комитет, даже тот,
который я против, предлагает нормальные вещи, как было изменение бюджета в 2023 году, когда, ну, надо голосовать, да, то есть я не заметил там каких-то просчетов, но когда предлагают явно неправильные вещи, ты выскажешь свое мнение, наверное, это честно. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напомню, что сегодня мы говорили о той ситуации, которая сложилась в Гагаузии, впоследствии тех решений, которые принимала центральная власть, я имею в виду в изменении в налоговый кодекс о возмещении НДС из бюджета автономии, о тех решениях, которые принимали депутаты в кануну завершения 2023 года. Это отказ от участия в работе смешанной группы и к чему это может привести в этом году. Сегодня мы говорили с заместителем председателя Народного собрания Гагаузии Александром Тарнавским. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях, и вы будете слышать мнения, которые, возможно, вам помогут сделать какой-то вывод о происходящих политических процессах в регионе и в республике. Оставайтесь с нами.